Селям алейкум, все вам телесерж Лер. С вами Эльвина Чекиева, и я снова рада вас приветствовать на всеми любимой кухне. Мясо с овощами – это простой и универсальный способ приготовления блюда. Испортить его практически невозможно, а усовершенствовать можно до бесконечности, особенно если готовит такое блюдо мужчина. Уже спешу представить нашего долгожданного гостя – известный крымско-татарский актер, режиссер, писатель Рифат Ага Ситаблаев. Классические постановки, романтические комедии и громкие антрепризы – все это театр. Театральные афиши всегда пестрят анонсами новых спектаклей. Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр радует и удивляет своего зрителя на протяжении 30 лет. В каждый новый спектакль вкладывается частичка души талантливых и неповторимых актеров. Герой нашей сегодняшней программы, харизматичный и талантливый актер Рифат Ситаблаев, был в разных амплуа. Несмотря на творческий опыт, он никогда не останавливается на достигнутом и продолжает совершенствоваться, восхищая своего зрителя. А сегодня Рифат Ага Ситаблаев поделится рецептом восточного блюда на кухне Софрага Буюрнас. Рифат Ага, селям алейкум, хош келдіңіз, рады вас видеть у нас в гостях. Алейкум селям, сау у нас. Мы сегодня будем готовить очень интересное вкусное блюдо из мяса по вашему рецепту. Что это будет? Это баранина, тушеная с овощами. Хорошо. А какие продукты нам понадобятся? Это прежде всего баранина, кабачок, баклажан, морковь, помидоры, перец, лук, чеснок и зелень. Рифат Ага, я знаю, что изюминка этого блюда – это приправа. Вот как раз таки вот приправу, это зра, да? Там буквально 2 щепоточки надо будет. Немного. Да, А другие специи добавлять не нужно. категорически. Какой интересный рецепт. Думаю, все будет очень вкусно. Хорошо, тогда начинаем. Берем мясо Ага. и нарезаем, подготавливаем их для кастрюли нашей. Рифат Ага, ну я не могу просто так стоять, я хочу вам помочь. Желательно мясные блюда, чтобы мужчина готовил. Беру, Вот, значит, кабачок да. я тогда. Да. Как мне его нарезать? Так? Да, Ага, пошире. хорошо. Думаю, у меня все получится. Конечно. Рифат Ага, расскажите о своем детстве. Что вы помните с этого замечательного времени? Детство прошло мое, есть такой вот колхоз «Октябрь» Гуйстанского района. Ага. Мое детство прошло в далеком Узбекистане. Я жил там до 12 лет с родителями, конечно. И в 12 лет вы переехали в Крым, да? Да. Детство мое практически прошло на канале. Кировский канал там протекал. Я очень хорошо плаваю. Вот мы утром как убегали на каникулах. И вечером И прибегали. вечером прибегали, да. Как здорово. Где-то Вот в есть что саду, вспомнить, да? да, где-то в саду, что-то там яблок покушали, где-то сливу. Такое детство у меня очень активно. У меня, знаете, детская кличка Гаврош была. Здорово. Нарезаем мясо. Обратите внимание, телезрители, какими кусками мы нарезаем. Рифат Ага, можно ли вместо баранины взять, например, говядину? Конечно, можно. Можно и не только мякоть, да, можно и ребрышки, в принципе. Это по желанию. Но такое блюдо на костре, где-нибудь на природе, я Конечно. думаю, просто ни с чем не сравнимо. Конечно. На очаге это вообще, да, еще запах дыма. Это вообще здорово. Баклажаны чуть-чуть тоньше, чем кабачки надо резать, потому что кабачок, он дольше готовится. Хорошо. Рифат Ага, я знаю, что в 1997 году вы поступили на факультет искусств и культуры. Расскажите, почему Да. вы выбрали именно это Но направление? до этого мы переехали в Сакский район. Есть там такое село Шелковичное. Я закончил 8-летку в этом Шелковичном. Мы прожили там 3,5 года, потом нас как бы выселили. Мы переехали в Геническ, Херсонскую область. Там прожили. Я уже в 88 году переехал сам в Крым, прописался. Как попал в театр, услышал, что объявлен конкурс. Вот я слышала такую историю. Это правда ли, что ваша карьера в театре началась Не с отказали, кассеты? да. Я не прошел конкурс, потом я бегал, тогда был директором театра для Рага Бекиров. Я говорю, возьмите. Ну ладно, говорит, испытательный срок тебе, месяц. Таким образом остался в театре. Так, продолжаем резать мясо. Ага, Да, так, посмотрите, я правильно нарезаю, Рифат Ага? Да. Аккуратно перекладываю. красота. 90-го года я работаю вот в театре. За этот период, в принципе, много сыграл ролей. Ну, почти 30 лет, конечно, это достаточный срок. Рифат Ага, у вас в семье вот кто-то владеет такими талантами, как вы? Вообще, Либо... старшее поколение, Леночка, ну, это уже, ты как бы уже молодое поколение, я среднее поколение, вот наши родители, они все пели, хорошо танцевали. И у нас очень часто вот были посиделки, когда что-то вкусненькое приготовят женщины, да, и обязательно это были застольные песни. Обязательно пели народные песни, конечно же. 10 лет отец мне отдал в музыкальную школу. Я баянист в прошлом. Ой, машалла.
Да, а вот до поступления в университет поступил в музыкальное училище в городе Новороссийск. Моя первая профессия – преподаватель детской музыкальной школы по классу баян. Сейчас вы очень сильно удивитесь. Руководитель оркестра русских народных инструментов. Да. Крымский татарин, руководитель оркестра Вот русского. у меня первый диплом такой. Да. Я музыкант. Интересно. Играл и русские, на русских свадьбах когда-то в генические, татарские поиграл тоже. Ну, как бы это не мое. Кстати, в музучилище, когда учился, у нас на 4 курсе было трио баянистов. Я участвовал в конкурсах, и призовые места мы занимали. И в музучилище тоже. Я был неплохой, будем говорить. Не самый лучший баянист, но... Молодцы. Да. Сейчас вот, конечно, времени нет. Играю иногда на фортепиано, на баяне, на своем, на аккордеоне. Это хорошо, когда в свободное время можно отдаться творчеству. Ну, Эльвиночка, у нас сейчас вот мы с друзьями собираемся, когда приглашают гости, и там вот Энвер мой друг, и мы обязательно поем. Вот, то есть сейчас вот, знаете, время сейчас такое, да, в основном заняты, да, вот в этих гаджетах, Да. да, в компьютере, Интернет, сидят в мобильниках, телефон, да. да. А вот так вот, чтобы пообщаться, там, поговорить, вспомнить, там, я не знаю, попеть народные песни, это же сейчас такая редкость. Это надо делать. Если вот сравнить вот то время, да, время предков и наше современное время, мы теряем это, либо... Да, это надо реально смотреть, и реальные вещи это озвучивать и говорить. К сожалению, да, Проблема. вот состояние нашего языка проблемно, конечно. И о литературе, и о культуре можно сказать. Но народ жив, народ на своей земле. Пока народ жив, конечно же, будет жить и литература, и культура, театр, телевидение. Я, знаете, когда вот меня спрашивают, как там вот в театре, как... Я, конечно, очень горжусь. Я артист Национального театра, Крымско-Татарского театра. Я всегда это осознанно говорю, потому что это великая честь представлять свою нацию, свой народ. Ответственность большая. Очень большая ответственность, конечно. Потому что нас приглашают часто, вот мы бываем на гастролях. Конечно, эту ответственность лично я чувствую. Рифат ага, посмотрите, кабачки баклажаны я нарезала. Думаю, у меня Отлично, да, получилось. все хорошо, все здорово, да. Теперь приступаем к самому главному. Я тебе доверяю совершить подвиг. Надо заложить мясо в кастрюлю, да. Какая Кастрюля уже ответственность? очень большая ответственность, да. Хорошо. И такой секретик есть небольшой. Вот где жир, вот где этот слой, надо к низу. Отлично. Думаю, я справлюсь. Нужно оправдать ожидания, Рифат ага. Так, закладываем жирком к низу. И обязательно в процессе приготовления мы не забываем помешивать. Теперь нужно плотно закрыть крышкой. Да, обязательно. Продолжаем нарезать наши овощи. Так, я буду морковь сейчас резать. Я покажу, как надо. Ты, Львиночка, вот с перцем. Морковь как режется? Делим пополам, потом делим еще раз пополам. Вот так. А теперь такие полукруги. Все легко и просто. Все очень просто, да. Желательно, конечно, чтобы ширина этих Была кусочков одинаковая. была одинакова, да. Рифат ага, очень интересно узнать историю театра. Да, говоря о театре, вообще, нужно, конечно, услышать об истории, о древней нашей истории. Вообще театральная культура в целом, да, театральное искусство нам знакомо с античных времен. В древнем Херсонесе был амфитеатр почти на 3000, более чем на 3000 мест. Представляете, да? И там ставились театрализованные постановки. А зрителями были наши предки, тавры. По Страбону это один из скифских племен. И были кемерийцы. По Геродоту это дивные доители кобылиц. Это наши давние-давние предки. И вот были постановки, да. Греческие колонии, византийские колонии, конечно, оказали свое влияние вот на развитие нашей именно крымско-татарской культуры, да, именно вот в театральном искусстве. Потом в IV-V веке, уже когда пришли гунны, тоже были большие театрализованные постановки. Это при дворе Аттилы, да, при Кагане. Но, к сожалению, конечно, это не осталось. Утеряны, да? Утеряны, да. Именно какие были эти, может быть, в каких-то в древних библиотеках, может быть, в библиотеках, может быть, Стамбула. В Татарстане, возможно, есть, сохранить какие-то Исторические факты, да. А, конечно, ханский период, это вообще было для крымских татар, это такая эпоха, что наши ханы были не только поэтами, писателями, да? Это понятно, что они были полководцами, они были первыми воинами, они не прятали за спинами своих воинов. Они, помимо того, что сочиняли стихи, там, музыку сочиняли, это известный факт. И, конечно, были тоже театральные постановки. Вот известный факт, это при дворе Крымгирей, это к середине 18 века ставились пьесы Мольера, да, и на языке оригинала, и на крымско-татарском языке. Это тоже факт. Это нужно знать. Вот я об этом не знала, Рифат ага. Я одну вещь скажу еще, такой секретик, что лук мы будем нарезать кольцами, тоненько нарезаем лук. В конце 19 века у нас были театры
Тоже в начале 20 века были созданы театральные труппы, были в Бахчисарае, в Евпатории, в Симферополе. То есть эти города славились, да, этим? Да. Были популярны в этом? Были, даже больше скажу, некоторые, не просто в городах, даже в некоторых селах строились двухэтажные театры. Внизу были кофейни, как бы для содержания театра, а наверху уже осуществляли уже постановки. И труппы были очень солидными, театры были очень солидными, очень серьезными, потому что есть азербайджанский драматург Хусейн Джавид, вот его пьеса «Шейх Сенан» – это очень серьезная вещь. Ставились вот такие спектакли. Здорово. Что можете сказать о современном театре вот нашего времени? До революции у нас был даже женский театр. Он назывался Мишель Ада. Да. Отдельно только женщины играли, да? Только женщины, да, в театре. Создание в 1923 году знаменитого нашего государственного драматического театра, это, конечно, это было величайшим событием вообще в культуре крымских татар. Грандиозное событие. Да, и в репертуаре были там европейская драматургия, и Шекспир был там, и Мольер был. И, конечно же, русскую драматургию, там Чехова, Островского ставили. И наряду с европейской драматургией, да, и, конечно же, развивалась своя национальная драматургия. Очень много пьес писали наши писатели, поэты того периода. То есть есть чем гордиться, у нас очень сильная история, сильные корни. Этот период как раз считается тоже эпохой возрождения именно в крымско-татарской культуре. Это просуществовало до 1941 года, а с приходом уже немцев, фашистов, театр продолжал свою работу, и труппу возглавлял Ибадулла Грабов. В 1941-1942 году, я точно не помню, даже была постановка «Алтынбешик» по нашей народной легенде. Ну, в 1944 году, 18 мая, наш театр прекратил свое существование. Дальше начинается история нынешнего театра. Так, лук готов. Да, мы давайте перекладываем сюда, как вы тонко нарезали. Давайте я вам помогу, Рифат-ага. Желательно, когда овощи берутся, да, желательно, чтобы они были одного диаметра. У нас же не только вкус, да, сегодня торжество еще вкуса. Еще и презентабельность важна. И, конечно, и вид, эстетический вид тоже немаловажен. Рифат-ага, я вижу, вы взяли помидоры. Сейчас я тебе покажу, как резать. У нас как раз 2 помидорчика. Я буду за вами повторять. Повторяй, да. Делим пополам. Теперь нарезаем вот такими вот полукружками. Идеально. Рифат-ага, продолжение театра, как развивается он? В 1989 году открылся наш нынешний театр. В 1989 году. И первая премьера состоялась 15 апреля уже 90-го года. Но до этого наши корифеи, которые работали в нашем великом Госдраме, то есть в довоенном театре, это прежде всего Айшапте Дитанова, это Сулейман Ага, известные личности, легенды. Да, это легенды наши, конечно. Это Сидхайлага Усманов. Они, конечно же, навсегда они останутся в истории нашей крымско-татарской культуры. И с нашими политиками Мухсим-ага Усманов добивались, много ходили, облсполкома там и так далее, и так далее. То есть крымскими властями добивались разрешения, чтобы воссоздали в Крыму уже наш национальный театр. Это только благодаря, в хорошем смысле я это говорю, благодаря воле, упрямству этих людей, потому что другой бы, наверное, махнул рукой. А с какими сложностями вот они столкнулись? Ну, это велись очень долго эти переговоры. Очень долго, да. Все-таки создание театра. Ну, театр, отдельная история, конечно. Я могу долго и много рассказывать. Театр, вот по Гарсиа Лорка, да, театр – это барометр общества. Он говорит об упадке нации, да, и о подъеме нации. Без театра вообще трудно, невозможно практически сохранить язык, да, там, культуру, потому что театральное искусство – это один из основных видов искусства. Что согласен им, да, что они вот добились того. А как вот удалось собрать сразу столько актеров? Ну, объявлялись конкурсы, даже потом собрать. 2 раза, это первый, здесь же в Симферополе уже специально был объявлен набор, по-моему, в 90-м или 91-м году, я уже точно не помню. И вот ныне вот ядро нашего театра, это, в принципе, выпускники, тогда это назывался культ просвет училища. Это сейчас он стал уже институтом. Крымский университет культуры, искусства и туризма, КУКИТ. Там очень были сильные, хорошие преподаватели. Потом был специально набран набор, это в Киевский институт театральный. Легко ли вам было вот работать со всеми? Каждому актеру в театре легко ли было вот впервые видеть этого человека и с ним как-то сработаться в одном коллективе? Спектакль это, да, красивая картинка, там красивые декорации, да, визит, там костюмы, если исторические, допустим, там. Конечно, все это здорово, но есть еще закулисье.
Это, конечно, сложно, это кропотливый труд. Потом театральное искусство, это же не искусство одного человека, правильно? Это коллективный труд, да. И не только творческого состава, а есть еще большая армия, там, ну, машинисты сцены, там, светорежиссер, звукорежиссер. Почему Станиславский говорил, театр начинается с вешалки? Вот от гардеробщицы, да, от ее улыбки, там, от контролера, там, я не знаю, от кассира. Если у него будет плохое настроение, то и у зрителя не будет. Уже с вешалки начинается театр. Переступил порог театра. Уже чувствуешь атмосферу, да? Конечно, зритель уже должен ощущать эту атмосферу, да, это входишь в храм культуры, в храм искусств. Энергетика своя. Там, своя торжествует. энергетика, конечно, да. Рифат ага, помидоры мы нарезали. Так, у нас овощи все готовы, да. Так, Эльвиночка, я приступлю к петрушке, а тебе тоже совершить второй подвиг. Сегодня совершаю подвиги. Мы сегодня герои, Рифат ага. Да, под моим руководством, да. Это напополам. То есть не нужно измельчать. То есть вот так вот, да? Да, и то же самое мы проделываем с петрушкой. Палочки не надо убирать. Да. Это режем буквально крупно. Вот этот пучок мы можем поделить 4 раза. Вот где будет чувствоваться аромат и вкус петрушки. Да. За всю свою практику, за всю работу свою в театре вы играли множество ролей. Вот мне интересно, все ли вам роли нравятся и легко ли вжиться в роль? Это, наверное, великое счастье. Я не знаю, для актера поставили там список спектаклей, выбери себе какую-то роль. Нет, конечно. Ну, мы себе не задаем вопрос, нравится роль или нет. Ну, вот есть приказ, ну, все-таки это же творческо-производственный коллектив, правильно, театральная организация, да. И есть приказ директора, ты обязан выходить. Если тебе даже не нравится роль, бывает такое, что не нравится партнер, ты все равно выходишь и делаешь свою работу. А? Да, это работа, конечно. Ну, за эти годы кого только я не сыграл. Ну, когда был молодой, красивый, в основном принцев, положительных такие героев. роли, да? Вообще положительных героев, конечно, очень сложно играть. Это подонков там всяких разных там. Я думала наоборот. Нет, там можно хоть поприкалываться, допустим. Вот последние, перед Новым годом у нас утренники были, я играл Водяного. Ну, с удовольствием выходил. Это можно чуть-чуть похулиганить. А вот бывают же роли, они разные, вот характер героя разный, темперамент разный. А вы, например, вот спокойный человек, а тут надо шустрого сыграть. Я спокойно. Нет, я, например, говорю. Конечно же, вот дают роль, да, допустим, ну, какая-то историческая, да, «Мишень во дворянстве» у нас в репертуаре, если я там играл графа Доранта. Или полководца Банку, это в Шотландии, это, по-моему, 11 век, в спектакле «Макбет» по Шекспиру. Сразу не вживаешься в роль, надо почитать литературу, желательно посмотреть какие-то фильмы, потому что есть такие тонкости, да, может быть, зритель, не каждый увидит это, там, в одежде там что-то неправильно, там, может быть, оружие не того периода, да. Это все надо знать, и актеру нужно знать, и сам, естественно, режиссеру нужно знать, да. Желательно, да, чтобы писать легенду, да, биографию своего персонажа. Представляете, это целый творческий процесс. Знать, да? Это не просто так, да, вышел, сыграл, зашел и забыл. Нет, целая конечно, работа. да. И потом, когда большие, серьезные роли, это тоже настрой там за день, за два, я не знаю, может быть, за неделю. Ты постоянно думаешь о спектакле. Это очень сложный процесс такой. Ощущаете ли зрителей? Конечно. Вообще зрители, да, ну вот есть два вида, да, театров с античных времен. Это амфитеатр, такой полукруг, да, и с 3 сторон зрители. И коробка, да, вот в нынешнем, вот, в том виде, в котором мы сейчас, вот современные театры многие. То есть с 3 сторон как бы 3 стены, зрительский зал, да, зрительный зал, это как бы 4-я стена. Там иногда тоже вот так вот хулиганим, там, допустим, надо какую-то мысль довести, да, вот главную в этом спектакле, в этой пьесе, и выбираешь там какого-то зрителя, прям в глаза смотришь и говоришь это, да, и видишь, что... Реакцию. Интересно наблюдать? Даже, да. Особенно если роль такая страшная какая-то, думаю. Ну, да. Такая строгая, с детками. серьезная. Ну, вот у меня тоже спектакль, и на первом ряду сидит девочка, и... Телефонись. В телефоне, да. Я просто подошел прям в глаза, убери гаджет. Она сразу распрятала. Конечно, да. Театральное искусство, да, это вот мы создаем спектакли, мы выходим, делаем свою работу, а вообще есть еще такое понятие, как театральная культура. Зритель тоже должен как-то ощущать, знать и чувствовать ответственность, что ты приходишь в театр. А тем более для нас, вот Национальный театр, он единственный в мире, да, Крымско-Татарский театр. Да. Это большая ответственность. Это и честь большая, конечно. Это я лично очень горжусь, что я артист Национального театра. Стоит отдать должное.
Да. И приходят люди, конечно, там, врачи, наши преподаватели, наша элита, да, и такой искушенный зритель. Потому что мы все-таки читающая нация, мы очень много читаем, у нас все-таки есть люди, которые стремятся к знаниям. И вот в местах ссылки, допустим, да, в Ташкенте, там, допустим, Ленинабад, Душанбе, там были мощные театры. В Средней Азии очень сильные театры. И драматургия национальная очень мощная и сильная. И, конечно же, наши зрители могут сравнивать. Ну, сравнение, я думаю, это и есть хорошо. Конечно. Рифат ага, мы все сделали. Мы большие Всё молодцы. готово, да. И я тебе очень благодарен. Ты Я вам тоже благодарна, Сауна, за такой Мне замечательный помогла. рецепт. Какой следующий этап? будем закладывать овощи наши. Хорошо. Начинаем с моркови. Если, допустим, плов, там вначале лук бросается, а потом морковь. А в нашем случае вначале морковь, потом лук. Вот какой нюанс. Рифат ага, смотрим, что у нас здесь получилось. Ну, все, уже мясо уже дошло. Какая красота! Да, уже готово. Что мы Давайте делаем будем сейчас? закладывать. Начинаем с моркови. Все, обязательно нужно помешать. Вот жалко, телезрителям нельзя передать, как пахнет, да? Аромат нельзя передать. Делимся же секретами этого блюда. Я думаю, в самое ближайшее время Весной, на приготовят, да. природе. Наши телезрители могут себе позволить. Так, это все. И закрываем, да, мы? крышку, да. Тем временем я хотела бы у вас спросить, Рифат ага. Вот сцена красиво, мы это все видим с мест зрительского зала. Как вы работаете над своим образом? Самое главное вообще в театральном искусстве – это вера в предлагаемые обстоятельства. Ты обязан верить, допустим, если это, допустим, 16 век, то хотя бы представление иметь, в какой-то стране происходит, да? Что там было, так, какие взаимоотношения были. Это чтобы легче было создать, чтобы полный образ был, да? Ты должен вжиться в эту эпоху, в этот период. Прочувствовать на себе, да? На себе, конечно, да. Даже рекомендовал Станиславский, да, великий Сергей Константинович, желательно, чтобы актеры сами шили себе костюмы. Вот даже вплоть до этого. Уже когда начинаешь шить, уже идет вживание, да, в эту роль. Эльвиночка, давайте продолжим. Давайте. Так. Следующее Вы у нас что открывайте. идет? Следующее – лук. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что вначале бросаем морковь, И только а потом, потом лук. да, каждый раз не забываем мешать. Вот, и мясо у нас приобрел нужный цвет. Так, помешали. Рифат ага, встречались ли на вашем пути такие люди, которые вот... Вы рассказали им о своей работе, они говорят, все, я иду в театр. Не, ну, Поступать театр – это тоже какая-то романтика, да, для молодежи. Меня когда-то пригласили создать студенческий театр. Да, было объявление, пришли человек 30 или 40. А постепенно с каждым разом уменьшалось количество, и остались буквально костяк, там человек 10. Конечно, молодежь хочет сразу быть звездами. Такого не бывает. Это со временем приходит, с опытом приходит. Читать книги надо, обязательно наблюдать нужно, да. Есть свои определенные методы, свои приемы. Рифат ага, что у нас следующим этапом? Следующий у нас кабачок и баклажан, да, вот баклажан, это все. Отлично. Всё. И опять перемешиваем. Заложили обязательно, да. Про этот этап, основной этап, мы не забываем. Как древние китайцы говорят, мясо надо прятать в овощах. Да. Рифат ага, как часто вы дома готовите? Или готовите ли вы вообще? О, конечно, готовлю, да. Одно из любимых – это жареная картошка, да. А вообще вот такое блюдо, можно не обязательно там баранина, да, мякоть. Это можно и ребрышки говяжьи, и бараньи ребрышки. Можно Тоже в будет рукаве, в вкусно. духовке. Это Да. тоже. Но обязательно с овощами. Теперь дальше. После баклажана, кабачков мы бросаем туда перец. Хорошо. Так, опять помешиваем. Очень С аккуратно. каждым разом все сложнее и сложнее Да, да. перемешивать. Но зато какой цвет, а запах какой. Вы посмотрите. Неимоверно просто, Рифат ага, вы большой молодец. Настоящий кулинар. Серьезно? И Может, мастер мне своего дела. профессию поменять? Одно другому не мешает. Последний наш ингредиент, да, это последний. Да-да-да-да. Да, это помидоры. Такое блюдо можно и на обед, можно и на ужин, да, Рифат ага? Можно и по пятницам, или по субботам. Пригласить друзей, гостей. Делаем последнюю закладку, да? Начинаем с лука. Это тот оставшийся лук, если помнят наши зрители. Да, это вторая половина. Красота. Вот кабачки, я смотрю, уже потушились. Петрушка. Петрушка, да, чеснок. Про соль мы не забыли. Да. Лучше не досолить, чем пересолить. Да. И специи, мы вначале говорили, только нужно зра. Буквально вот 2-3 щепоточки. Теперь мешаем. Томится буквально минут 15. Да. Какой вы дома?
И расскажите о своей семье. Простой советский паренек. Родители, у меня мама, дай бог ей здоровья, она обязательно смотрит передачу, потому что ей очень нравится. Салям алейкум Я, передаем. пользуясь случаем, да, хочу передать мамочке привет своей. Пусть долго живет, пусть нас радует. Мой покойный отец, рахметли бабам, он был сварщиком. Вообще у меня в роду все были кузнецами. Наши родственники, все мои родственники удивляются, как это так, как ты вообще очутился, как ты попал в театр. Гордятся, что я все-таки в Национальном театре. 2 сестры у меня, двойняшки, дочери двойняшки, да. Как здорово, дочери-двойняшки. Пользуясь случаем, раз уж я работаю в Национальном театре, конечно, пожелания нашим зрителям, да, чтобы приходили в театр обязательно, интересовались жизнью театра. Потом у нас есть свой официальный сайт. То есть вы открыты, да, вы учитываете мнение зрителей. Конечно, да, и Всегда идите должно навстречу. быть. Так да, должно правильно. Рифат ага, как вы думаете, пришло время? Конечно. Какая красота. Красота, да? Это невозможно не прокомментировать. Ну что, Эльвиночка, как тебе блюдо? Мне очень нравится, Рифат ага, вы молодцы. Предлагаю вам перейти к следующему этапу, к презентации. Давайте. Дорогие телезрители, такое замечательное блюдо у нас получилось. Это результат нашего сегодняшнего труда. Рифат ага, ваши наилучшие пожелания нашим дорогим телезрителям. Желаю, чтобы в каждой семье был мир и лад. Я желаю всем здоровья, чтобы были все живы и здоровы. И, конечно же, желаю достаток, чтобы была возможность готовить хотя бы раз в 2 дня такое блюдо. Замечательно. Готовьте с нами, готовьте лучше всех. Вот такой девиз сегодняшней программы. Рифат ага, чох сағуна, что пришли к нам. Сізде сау болыңыз. Открыли занавес театра, Да. рассказали очень много чего интересного, да, и поделились замечательным блюдом. Дорогие телезрители, желаю вам удачного дня, больше ярких событий и много улыбок. Это была программа «Софрага Буйрнус», Аштатлаусын Коршкенджи.